А ну, потянись! Поживей! Батальон! Стой! Далее! Смирно! Вольно! Вольно! Что за войско? Остатки батальона, товарищ комдив. Ах, не войско, остатки. А остатком, значится, можно драпать? Кто разрешил? Приказ был, товарищ комдив. Какой приказ? Никакого приказа на отход. Вам приказ защищать родину, лейтенант. Он Могилев держится. И здесь должны все держаться. Где командир батальона? Командир батальона убит. Я за него. Лейтенант Ананьев. Давно воюете? От самого Белостока. Сколько человек в батальоне? 46. Со мной вместе. Не густо. Не густо. Но вижу, народ боевой. Богатыри. Вот вам и богатырская задача. Оборонять станцию с запада. Вон там, за лесочком станции. Займете на ней оборону, ясно? Так точно, ясно. Держаться, пока не развернется подходящая дивизия. Потом потеснитесь. А пока кровь из носа стоять. Ясно? Так точно, ясно. Дело знакомое. Разрешите узнать? Да. Кто у нас с фланга? О флангах беспокойтесь. Приходится. Уже ученые, товарищ комдив. Ну что ж, правильно. Вот сами себе и обеспечите фланг. Ваш фланг обороны на станции. Ясно? Так точно, ясно. Действуйте, товарищ лейтенант. Прибудете на станцию, доложите. Я на левом фланге. Есть. Опорков, фуражку. Давай. Батальон, стой! Старшина Картенко! Я. Ко мне! За взводом! Второй взвод, ко мне. Что? Только четверо? Я пятый. Вот что, Карпенко, получай новую задачу. Перекроешь дорогу, а завтра к вечеру, как стемнеет, за нами к станции. А день на переезде продержаться. С 4 человеками. Да, с 4. Сис! Иди сюда!
Вот вам. Бронебойщик на усиление. Последний. Отдаю, хоть и жалко. Сам с 45-очкой остаюсь на станции. Зароетесь и стоять. Продержаться с вечера и до вечера. Ого, целые сутки. Ну а что, тихо пока. Тут проселочные они не пойдут. Большак идет рядом к станции. Ну, желаю удачи. Ядрёна корень. Спасибо. Старшина, Да. а он что, из вашего взвода? Так точно. Недавно причислен. Откуда родом-то? Из-под Витебска, Бешенковического района, товарищ лейтенант. А я Смоленский. Земляк. Старшина, Да. можешь забрать мне его у тебя? Я тебе ПТР дал. Берите. Если вы считаете, что нас слишком много. Ну а сам ты как? Разрешите со взводом, товарищ лейтенант. Ну, свист. Не подведи своим пахалом. Бог не выдаст, свинья не Ядрёна корень. Лосев! Батальон! Шагом! Марш! Так ты, старшина, за командира и за комиссара остаешься. Выходит так. Батальон отходит оборонять станцию. Так что крепче, крепче держи дорогу. Ясно, политрук. Да. Держи, держи, лишняя обойма не помешает. Пригодится. Не пуха, ребята. Счастливенько. До свидания. Спасибо. Держи. Ну что? Что смотрите? Вот тут и будем воевать. Давайте копать, пока светло.
Чего? Давай сюда. Ну, расселся вояка. Что ж ты, сколько воюешь, и лопатку не успел приобрести. Слушай, там за поворотом вагон товарняка на боку. Посмотри, что у него. Есть. И что ж за Библия у тебя? Биография Челлини. Давид. Узнаете? Ну, это... Вы что же, взаправду ученый или как? Ученый. Это чересчур громко. Кандидат искусствоведения и только. Ага. Это значит спец по картинкам, да? Да, по картинам. Но главным образом по скульптуре эпохи Возрождения. Ну, а кто сделал этого? Ну, Давида. Давида Великий, Микеланджело Буонаротти, итальянец, уроженец Флоренции. Фашист, что ли? Да нет, он жил давно. Почему фашист? Не все же итальянцы фашисты. Почему? Все они вон, итальянцы и немцы, фашистами оказались. Да нет. Слушай, а что это ты расселся тут, а? Окоп я за тебя рыть буду, так ты думаешь? Да нет, я ничего не думаю. Ну, а так какого черта тогда не копаешь? Вы можете не кричать на меня. Освободится лопата. Я сделаю все, что надо, без ненужных эксцессов. Вот. Ну, что там в бочке? С бензинчиком они, товарищ старшина. Фейерверк можно смастерить. С бензинчиком? И сколько их там? Еще 3 штуки есть. Все под завязочку. Ага. Ну-ка, Овсеев, Климчук, Пшеничный! Вот что. Там за поворотом еще вот 3 таких бочки с бензином. Давай их сюда. Пошли. Свист, Чего? идем со мной. Значит, фейерверк, говоришь? Конечно. Надо бы продумать, как их расположить на самом опасном месте, чтобы создать сплошную полосу огня. Пожалуй, вон там. Должно получиться. Угу. Значит, так и сделаем. Врываем в землю, туда гранату и к чеке шнур. Палин! Давай сюда! Со всей амуницией! Вот только что со шнуром делать? Много потребуется. А вон провода взять оборванные. А и верно. Вот ты и командуй этим. Ага. Да живей, живей. Возьми мою лопатку и пойдешь со мной. Слушай, интересно, а вот этот, ну, голый-то, Мгм. Давид, он, Да. значит, из гипса сделан или как? Нет, это 5-метровая фигура, высеченная из целого куска мрамора. Как? Зачем же он такую глыбину высек-то? Машины какой, что ли? Нет, что вы, какой машиной? Безусловно, руками. Ну, Да. это ж месяца 2 надо долбить, не меньше. Нет, 2 года. Но вообще в искусстве это еще не самый большой срок. Александр Иванов, например, работал над своим Мессией почти 22 года. Энгер писал свой источник 40 лет. Смотрите. Но в искусстве, знаете ли, очень трудно, почти невозможно определить,
Где начало вдохновения, рождение образа, где его завершение и где его конец. Ну что теперь об этом? Теперь все равно. Трудяги. Война. Что ты сказал? Понимаете, я последнее время все чаще задаю себе вопрос. Действительно ли искусство то единственное великое, чему стоит отдавать всю свою жизнь? То есть как? Но это неверно. Война ведь дело временное. Конечно, тебе надо было бы и характер воспитывать. В вашем-то деле тоже, наверное, драчуны нужны. Пожалуй, вы правы. Да-да. Знаете, ведь в искусстве тоже приходится сражаться, что ли, за свою позицию. Да-да. Столько народу. Армия-то какая. Ну, вот тут и копай. Обзор хороший, и земля тут помягче. Окопаешься и сиди. Спать не, боже упаси. Если пойдут, открываешь огонь и на переезд. Да кто же так копает? Ну-ка дай сюда. Вот так, лопаточкой намечаешь контур, потом снимаешь дерн и на бруствер. Вот так. Ясно? Угу. Ты, наверное, кадровую-то не служил. Нет, Оно и видно. не довелось. Ну, действуй. Поесть-то имеешь чего? Да. Вот. Вот у меня. Ну, не богато. Держи. Спасибо. На здоровье. Видно, конечно, не тебя мне надо было в секрет ставить, а Овсеева, что ли? Почему? Да, квелый ты. Уснешь еще, а? Вам, конечно, виднее. Ну-ну. Смотри, не проворонь. Слушай, а что такое эксцессов, а? Эксцессов? Да. Ну, это... крайнее проявление чего-то. Излишество, если хотите. Невоздержанность. Ну, что такое? А? Слышите? Слышите? Ну, оглохли, что ли? Видите? Ну, немцы в тылу. Ну, Что нукаешь, Мурло, запряг, что ли? а то нукаю, что окружаю, понял? Докопались.
Надеялись на тыл, а там уже немцы. Вот тебе и ну. Неужели окружают? Видишь? Видишь? Обойдут и хлопнут, как муха. Мокрое место останется. Ну, а вдруг сюда не пойдут? Лейтенант сказал, что... Да лейтенант сказал, лейтенант сказал. А для чего тебя тут оставили-то? Для чего? Для отдыха, что ли? Да не для отдыха, конечно. Ну, соображать надо. Заслон, понял? Значит, заслоняться с фланга. А на флангах знаешь, что бывает? Ну, разное бывает. Смертники мы. Хорошего тут, конечно, мало. Ну и кудахтать нечего. Еще ничего не случилось. Да? А это те что, шуточки, что ли? А это ничего не значит. На войне, как известно, стреляют. Ну что тут у вас? Чего встали, как столбы на обочине? Стрельбы давно не слышали, что ли, а? А то встали, что окружают. Кто это сказал, окружают? А что, разве не видать? Ну и что? Подумаешь, окружают. Первый раз нам, что ли? Сколько раз вон окружали? От самой границы все окружают. Вот никак не окружат, топаем. Да, мы-то топаем. А сколько уж не топают. Оттопались. А ты, Пшеничный, помалкивал бы. Уж кто-кто, а ты бы... А ты на что намекаешь? На соцпроисхождение намекаешь? А что ж, вот оно, вылезает твое. А мое соцпроисхождение тут ни при чем, понял? Я с собственного мозоля жил. Да ты-то собственного. Отец твой с его Но жил. при чем тут отец? Сталин что сказал? Сын за отца не отвечает. Да ты за себя вначале ответь. Ты мне тут панику разводишь. И я тебя пресеку. Да пресеки! Пресеки! Стреляй, если ты такой, стреляй! Спокойно! Спокойно. Понадобится, не дрогну. Поступлю как положено. Как положено. Кем положено. И тобой положено, и тобой и взято будет. Понял? Ну ладно. Хватит митинговать. Будем копать круговую. Ячейки соединим траншеи. Слушай, командир, может, действительно отойдем, пока не поздно, а? Ишь ты какой. Ты приказ слышал? Закрыть дорогу на сутки. Это понятно. Вот и исполнять надо. А не болтать зря. Ну ладно. Давайте работать. Да мы окопаемся как следует. Нам черт не страшен. Как у Христа за пазухой будем. Как у мурла в сидоре. Тепло, светло и мухи не кусают. Ну что, пойдем работать. Так ведь работа не волк. Дайте лопатку, а? А то этим как-то неудобно. Свою надо иметь. Да я... А мне какое дело?
все им дай. Как что пшеничный. Так небось все за него. За пшеничного никто слова не закинет. Ну, что тут у тебя? Долбишь, а толку никакого. Значит, плохо долбишь. Дай-ка мне. Ты до войны-то на кого учился? Так, музыки учился. О, музыки. В столице, значит, жил. В столице. А что? Да ничего. По проспектам гулял. Кино, театры, Театры, музеи разные. музеи. Было. Все было. А теперь вот траншеи и грязь. И есть, небось, хочется. И мозоли на руках. Слушай, командир, а может быть они тут не пойдут? Тогда и копать без толку, а? Ну, пойдут, не пойдут. А копать придется. Да Сизифов труд. Ты скульптуру Давида знаешь? Такая пятиметровая махина, выдолблена из цельного куска мрамора. Ну, знаю. Так вот она высекалась 2 года. Руками. Белоручка ты, Овсеев. Ну ладно, хорошо, пускай белоручка. Но на кой черт все это? Полк отошел, батальон отошел, а нами прикрылся. Как это называется? А это называется выставить заслон. Ах, выставить заслон. А чем кончается такой заслон? Тебе, командир, известно? Ну и чем же? Будто сам не знаешь. Ты вот что, Овсеев. Трепаться, как пшеничный. Не смей, понял? Это мы, смертники, для тех, кто за свою шкуру дрожит. А если за всех, чтобы? Если за землю всю? Стыдно мне тебе грамотному объяснять это. Добре. Добрый хлопец. Из тебя хороший солдат получится. Батя тоже воюет? Нет, батьки. Вдвоем с матерью жили. Доброволец, значит? Ага. Комсомолец я. Всем классом. Вот, только в разные части. Ну, ого. Старшина, Ну, все, принимай работу. приму. Давай любую инспекцию, пожалуйста. Ну и хвостун же ты. Я хвостун? Прошу, товарищ старшина. Здесь немножко грязновато, но ничего.
Извините, пожалуйста. Война? Ну ты прямо как артист. Ну так, народный. Я в своем детдоме незаменимым человеком был. И жнец, и швец, и на дуде игрец. Вход охапка дров. Чего? Давай. Нахал. Вы гений, товарищ старшина. Ну, скажешь тоже. Я-то думал, мы всю ночь в потьмах просидим. Просто солдат вторую войну служит, вот и все. А вы что? И финскую тоже. А как же? О, Вот вы все паникуете. Окружают нас, окружают. В Тодоровке окружали, в Боровиках окружали. Ну и что? Ха. Ну да, тогда с полком были, а тут 6 нас. А, 6. А это 6 что? Бабы или бойцы Красной Армии? 6. Я к чему это говорю? Мы в Финскую на острове втроем остались. 2 дня держались. От пулеметов снег до мха протаял. И ничего, живы остались. А тут 6. так кто ж? Финскую? Ишь, а то в немецкую. Одна холера. Ну, давай быстрее. Задание выполнено, товарищ старшина. Проверять будете? Проверь, проверь. Садись. А что немцы-то? Выходной, что ли, взяли? Чё-то не слыхать. Утро придет, услышишь. Слушай, Ковсеев, бери-ка ты винтовку, да на пост. А почему я? Что, я хуже других, что ли? И лучше бы без разговоров. Давай, давай, артист. Коленки-то высохли уже. Пар не идет. Ладно. Слышь, мужики, а у меня идея. Давай что-нибудь пожрать сообразим. А то кишка кишке протокол пишет. Точно. Слышь, пшеничный, давай-ка сюда свой котелок. Для какого лешего? Всем ведь варить нечего. Ну давай, давай. Сидор свой потряси. Да у меня нет ничего. У меня полпачки горохового концентрата есть. Ну вот, и у меня чуть-чуть найдется пшеного. Слушай, давай-ка водички набери. Да чтоб чистенькой. Да где ее возьмешь чистенькой-то? Где? Вон, видишь, льет. Стань под крышу, да набирай. Куркуль спрятал, наверное, что-нибудь. Проверим. Так, портянки сырые. Вот жук уже с сухими ножками бегает. Ремень офицерский. Пофорсить вздумал. Кусок сахара. О! Братцы, сало. Слушай, Свист, нехорошо как-то. Спросить бы надо. Брось. Разве ж у него выпросишь этот жмот такой? Пшеничный, может быть, найдется у тебя кусок какой для общего котла? Нет. Нет. Ну что ж, ограничимся горохово-пшенной смесью. Нет. Старшина пусть и не очень образованный человек, но хорошо знает свое дело. Он опытный командир и объяснил бы смене, как меня найти. Или в крайнем случае привел бы сам. Какая обида. Нет, неправильно. Почему направили в секрет именно меня, а не другого? Почему другого?
В данной ситуации старшина прав. Не послав меня, он тем самым выразил бы мне недоверие. Кстати, такое колебание я у него заметил. И все же он назначил меня, признав тем самым равным среди равных. Тихо. Вроде нигде ничего. Сидим мы на рыбалке. Погоду пережидаем. Костер. Уха варится. Вот черт. Иногда думаю и удивляюсь, какой все-таки человек непонятное существо. Вот много у него всего. Так нет же, еще хочется. А нет ничего. Какой-нибудь пустяк. Мечта. Вот вчера под озерками, когда нас танками турнули, я мечтал, ну, поскорее бы стемнело, ну, хотя бы минуту темноты. Казалось бы, все бы за это отдал. Ой, а сейчас ни немцев, ни танков. И темно. Так нет, еще и жрать хочется, и спать, и... Ой, открыл Америку. Да еще Шекспир, милый мой, сказал: коня, коня, полцарства за коня. Полцарства за коня. Припечет, так захочешь. Ученый человек. Ты кашу-то смотри, человек. А? Пригорит. Мужики, бери ложки, каша готова. Навались. Приятного аппетита. Ты давай, карауль. Ну, хватит. Остальное Овсееву с Фалиным. Ну, как кашка пшеничная? А ничего, есть можно. За это тебе спасибо. Славные было сальцы. М? Варюга ты. Какой же я варюга? Ежели я тебя твоим же салом и накормил. Да варюга ты, варюга. О, погоди, блатняк проклятый. Ну вот поели и хорошо. А то бы завтра твое сальце какой-нибудь гансик тоненькими ломтиками на бутерброд порезал и до кавы. А так вот, красные армейцы скушали. Раскрыл хлебалок на чужое. Как все, так концентрат, а пшеничное настоящее сало подавай. А еще намекают. На соцпроисхождение намекают. Да ты нутро свое не показывай, никто и намекать не будет. А мне, значит, помалковать, да? До войны помалковай. Сейчас тоже. Классово чуждый, классово чуждый. Воевать так не классово чуждый.
Война внезапно началась. Не разобрались, кто и что. Вот слова нельзя сказать. А голову под пулю подставлять можно. Пока-то не голову, а зад свой подставлял. С тобой вместе. Ну, к великому сожалению. Дитё. Кто тебя только в армию взял? А мне в армии нравится. Потому что почти как у нас в детдоме. Один за всех, а все за одного. Ну, ясно, попадались. Куркули. Но мы-то их воспитывали. Под затыльниками. Каждому индивидуальный подход. Главное, чтобы зла не помнить. Мало ли кто ошибается. Бывали и такие из детдома в колонию попадали. А другой, глядишь, из колонии видным человеком выходил. Главное, чтоб не попрекали всю жизнь. Чтоб без бирки, без ярлыков. Да человек же, Ирина Зеленая. Да. Клеймо, конечно. Ну что там, льет еще? Ну, так, почти кончился, но я промок ведь. Заходи, заходи. Вон, каша тебе. Угу. Да. Клеймо, конечно, лучше на коров ставить. Ты Фалину оставь. Угу. Да. Будь она проклята, война эта. Стольким людям жизнь поломала. Стране всей поломала. И теперь вот прет, зараза. Прямо к Москве прет. Ничего, ничего. В Москве-то уж не допустим. А может, тактика такая? Заманить поглубже, как Наполеона в 12. Да какая тактика? Прет, потому что превосходство в технике у него. Ну и к тому же удар внезапный. Я вот думаю, рабочий класс их должен подняться. Должен же он выступить, если он пролетариат. Да, жди, выступит. Это рак свистнет. А ты, Свист, как думаешь? По науке-то вообще положено. А там кто его знает? Да. Значит, выходит, пока на самих себя полагаться будем. Климчук, давай-ка, братец, на пост, а Свист к Фалину. Есть. Кашу заодно отнесешь. Я отнесу. Ха, доверь козлу капусту. Ну ладно, неси. Смотри, не слопай по дороге. Не беспокойся, не слопаю. Не такой, как ты, по чужим сидорам лазить. Пшеничный! Лопатку забыл. С чехлом. Может быть, это ищет меня.
Должна же быть смена или как там. Смена поста. Нет. Вероятно, это не положено. Ну что мы можем, шестеро? Ведь первым же ударом нас тут прихлопнут, как комара на лбу. Не нам, так другим. Все равно стоять тут. Все равно. Конечно, для нас было бы лучше, если бы кто-нибудь другой остался в заслоне. А почему? Ну что они, хуже нас? Или больше обязаны? Нет, брат. Все одинаково обязаны. Так что, если уж выпало, главное не опозориться теперь. Чтоб совесть чистой была. А может, они и не пойдут тут на наше личное счастье. Я понял. Теперь я понял. Старшина был прав, когда сомневался во мне. Взвод к бою! Без команды не стрелять! Командир, смотри, что делаешь. К Фалину. Да отходите же! Отходите же! Все. Конец. Простите, ребята. Ну, собаки, я вам сейчас влеплю. Я тебе влеплю. Далеко еще. Далеко! Приготовились. Свист. Начнешь с заднего, слышишь? Будь спок.
Береги, свист! Будь спок! Зараза! Свист. Свист молодец. От лица службы благодарность тебе. Ружьишь, что надо. Эти коробочки мне что семечки. Ладно, будем хвастать. Но горит хорошо. Хотел по заднему. Но когда передний резануло с пулемета, думаю, ну гад, я тебе гвозданул. С первого выстрела. А я мотоцикл подстрелил. Вон в канаве, это моя работа. Хорошо, хорошо. Ну и Фалин. Не подвел нас ученый. Курите. Грех на душе. Сомневался я в нем. А вон, смотришь ты. А ведь там и пшеничный. Да, пшеничный. Попробуй. А по-моему, одна винтовка стреляла. А где же ты пшеничный? Да. Пшеничный. Надо менять позицию, старшина. Нет, позицию менять не будем. Почему? Потому что был приказ оборонять переезд. В общем, пока тихо, давайте-ка к бою готовиться. Наверняка они снова сюда попрут. Не может же быть, чтобы они один раз только сунулись. Будь спок. Все остаются на своих местах, а я занимаю вот эту ячейку. Командир, Ну, давай слетаю. Ну? Надо же с ним поближе познакомиться наконец. ладно. Только смотри. Там какой-нибудь недобитый валяется. Они раненые, ты знаешь, какие. Лютые. Смотри. Да я тихо. Авсеев, Чего? давай на пару. Без меня.
Струсил в борту. Хуже смерти все равно ничего не будет. Климчук, пошли со мной. Ой, да не боись ты. Да я в первый раз. Тише, распластались. Ой, чего ты? Да вот, держи. Ни черта нет, одни головешки. Пошли. Ого, вот это молодцы. Вот за это хвалю. А вот автоматик. Автомат, да, но пулемет важнее. Авсеев, держи. Пулеметчиком будешь. А почему я? Ну, а кто же еще? У меня свой. Ну, Я свой на немецкий не променяю. ну а Климчук? Он принес, пусть сам и стреляет. Климчук еще молод. Ты поопытней поди. На пианинах играл и так далее. Ну, А вот еще трофей. Что это? Держи, командир. У-у-у. Трофей, говоришь. Ну, Хорошие часики-то, а? Ну, ну что, ну, командир, все в законном порядке, взято в бою. да, законно-то законно. Но как-то не так, Виктор. Все так. А не хочешь, дай сюда. Самому пригодятся. хочешь пулемет? А ты как? Что, с винтовочкой, привычно. Давай. Вот смотри, знаешь, как заряжать? Открываешь крышку, вставляешь ленту, закрываешь, взводишь и готово. Понял? Ага. Ну вот, давай. Старайся, будешь пулеметчиком. К бою! Свист! Ну-ка. На прицел танки. Авсеев, Климчук. По пехоте. Замри. Огонь по команде. Три. Всего только три. 3 ерунда! Семечки! По одному этого не хватает.
танке! Будь спок. Смотрите! Смотрите, что гады сделали! Свист! Свист! Правый не пропусти! Обходит! Виктор! Правый! Свист! Танки! Слышишь? Танки! Танки! Слышишь? Танк! Танк держи! Не пускай! Правый, не пускай! Не пускай! Правый! Климчук, сюда! Держи! Держи его! Ага. Не пускай! Правый! Климчук, к пулемету! Иду, иду. Пулемету! Овсеев провод перебило, слышишь? Да! Климчук, готовь гранаты! Овсеев, прикрой! Товарищ старшина! Товарищ старшина! Слышишь, Климчук? Слышишь? Решайся. Решайся, говорю, пока не поздно. Что решайся? Отходить. Отходить, ты понимаешь? Давай по одному. Один отходит, другой прикрывает. Не можно. Ты что, не понимаешь? Я понимаю, нельзя, солнце высоко. Ну, да что здесь в конце-то концов? Судьба войны решается на этом переезде. Может и так. Нет, погибать в 20 лет. Прожить 20 лет, и нет тебя. К черту эту войну. Ее пот, грязь, кровь. Жизнь только начинается, и погибать в самом ее начале. Это же преступление перед природой. Понимаешь ты? Я про тебя так никогда плохо не думал. Ты что, ты подумал, что я трус? Нет, ты что, ты серьезно подумал, что я трус? Подумал, что я трус.
не успевших, ты столько встретил сел, разбитых и сгоревших, окопы в два ряда, зловещие зорницы, и это никогда не может позабыться. Ты столько помнишь ран, то легких, то глубоких, ты столько помнишь стран, то близких, то далеких, пустые города. Ты видел сквозь бойницы, и это никогда не может позабыться. Ты столько знал ночей, тревожных и кровавых, и ты терял друзей на трудных переправах, пролистанных годах, страница за страницей, и это никогда не может позабыться.